В регионах уже есть желающие купить право на использование бренда и бизнес-модели. У предпринимателей из Кыргызстана такой розничной сети пока нет, но амбиции те же. В крупнейшем оптово-продовольственном центре Москвы открылось торговое представительство республики. Здесь выставляются наиболее качественные продукты. Их можно попробовать и, если понравится, связаться напрямую с производителем. Потенциал у нас большой, сырья достаточно, для этого необходимо нам проделать огромную работу. Собственно, для этого наша площадка была создана, для того, чтобы взять за ручку производителя и, грубо говоря, с нуля довести его до прилавка в России. То есть это целый комплекс работы. Пока в числе перспективных товаров для российского рынка сухофрукты, орехи, горный мед, бобовые, соки и овощные консервы. Многие товары получили европейские экологические сертификаты, успешно продаются в Голландии и Германии, но пока не представлены в России. Я думаю, что в ближайшее время продукция с маркой сделана в Киргизии, продукция в качественной потребительской упаковке, она появится на полках, в том числе в организованной рознице, в крупных локальных и федеральных сетях. Впрочем, есть и трудности, например, с мясной и молочной продукцией. Из-за сложной ситуации в Кыргызстане с ящером и другими заболеваниями животных экспорт молока и мяса осуществляется только с разрешения российских ветеринаров. Хотелось бы отметить, что хорошие перспективы имеются у мясомолочной продукции из Кыргызстана. И на сегодняшний день уже 12 молочных предприятий Кыргызстана включены в список экспортеров в страны ЕАЭС. Популярность национальных продуктов – мировая тенденция. Магазины с национальным акцентом можно встретить в любом крупном мегаполисе мира. Покупатели привлекает экзотика, колорит, возможность попробовать что-то новое. В России за каждой страной бывшего СССР уже закрепился определенный имидж. Считается, что в Беларуси, например, лучшие молочные продукты и колбасы, в Армении – бренди, соки и консервы. В Казахстане шоколад, в Кыргызстане сухофрукты и мед. Глеб Стерхов, Борис Чесноков для программы «Вместе выгодно». Это была программа «Вместе выгодно». До встречи в эфире, ведь с нами интересно.